школе еды мы готовим на шведской технике АСКО, что позволяет нам поддерживать регулярное качество, стабильное качество и готовить на домашних, в общем, приборах с качеством и достоинством профессиональной техники. Мы готовим еду из всех возможных кухонь, в том числе и скандинавскую. Сегодня будет образец обращения скандинавов с говядиной и овощами. Очень простая история. Для этого мы используем плиту, индукционную плиту, на которой устанавливается специальная доска-гриль на 2 конфорки, сразу нагревается снизу до максимального градуса. И на ней мы сначала обжариваем разобранный на такие вот красивые ладошки сладкий лук. Немного растительного масла. На соседней конфорке стоит сотейник. Мы его тоже заводим. Добавляем сахар, соль, перец, уксус, красный винный уксус, бадьян, он называется анис, и гвоздику. Обжариваем лук так, чтобы огонь слегка тронул луковицу, чтобы внутри остался свежий лук хрустящий, но температура сожгла верхнюю остроту и придала вкус жареного и чуть-чуть выпустила слез из лука. Сейчас этой температуры хватит, чтобы постепенно сделать лук чуть помягче, вкус его чуть менее резкий и острый. И довершим приготовление лука, залив его вот этим маринадом из сахара, уксуса, щепотки соли, перца, бадьяна и гвоздики. Перекладываем обжаренный лук. Следующую порцию. И подготовим мясо. Пленки тонкого филе срезаем без всякой пощады. Они только портят удовольствие. И то, что мы теряем, в смысле веса, удаляя их, мы приобретаем в смысле вкуса, текстуры будущего куска филе обжаренного. Нарезаем ломтики толщиной примерно 7 миллиметров, 5-7 миллиметров. Выключаем огонь под маринадом, даем ему слегка остыть. Солим мясо и перчим. Перекладываем очередную порцию лука в миску. Заливаем маринадом. А на место лука отправляем говядину. «30 секунд с одной стороны, примерно столько же с другой. Это самая нежирная часть туши. Не хватает вкусового объема обычной говядины, хотя если вы любите постную говядину, это самое большое наслаждение. Но я бы посоветовал кусочек или 2 сливочного масла в самом финале. Исключительно для того, чтобы развернуть немножко вкус, придать ему масштаб, объем дополнительный. И подаем. Зеленый салат, это образ цветовой и дополнительный хрустящий элемент. Лук. И можно несколько капель маринада для того, чтобы был соус и у листьев тоже. Пару кусков мяса хороших.
чуть-чуть розового перца, элемент кислинки и цвета и оставшиеся листья. Конечно, на стороне прекрасно бы смотрелся еще большой шмат картофельного гратена, но, в общем, с точки зрения диетологической, это абсолютно идеальный вариант.